Здравствуйте, час дня, время новостей на ТР. Вы смотрите «Заман», 31 января, 1434 день аннексии Крыма. В студии Скиндер Меметов. Суд над так называемой Ялтинской шестеркой по делу о терроризме перенесли на 14 февраля. Сегодняшнее заседание Северокавказского военного суда в российском Ростове-на-Дону продолжалось меньше часа. Из-за изменения времени его начала не успел приехать один из адвокатов. Эмир Усина Куку, Муслима Алиева, Вадима Сюрюка, Энвера Бекирова, Рифата Алимова и Арсена Джипарова обвиняют в участии в организации Хизбут Тахрир, которую Кремль запретил, назвав террористической. В Россию крымчан незаконно этапировали еще в декабре. А до этого оккупанты держали в СИЗО в Крыму почти 2 года. Адвокаты подсудимых сегодня должны были защитить их дистанционно из здания Крымского военного суда в Симферополе, где была установлена видеоконференц-связь с судом в Ростове-на-Дону. Чтобы не нарушать право на защиту Энвера, судья отложил заседание на 14 число, на 15:00. И следующее заседание будет 15 числа, 15 февраля в 10 часов и на 20 февраля. Катя передавали всем большой салам алейкум. Выглядели хорошо. Энвер Крош будет сидеть в СИЗО до 4 февраля. Подконтрольный оккупантам Верховный суд Крыма отклонил апелляционную жалобу крымчанина на меру пресечения для него и оставил в силе постановление суда первой инстанции. Энвера Кроша задержали 25 января после обысков российских силовиков в его доме в Джанкое. Крымчанина обвинили в распространении экстремистской символики в социальных сетях и в тот же день присудили ему административный арест – 10 суток СИЗО. На сегодняшнем заседании Верховного суда Энвер Крош остался без защиты. Его адвокат Эмиль Курбединов был занят в другом судебном процессе и заранее просил перенести рассмотрение апелляции Кроша. Однако ему отказали. Двум участникам одиночных пикетов 14 октября в Крыму уменьшили размер штрафов. Рустем Аметов и Адер Зикирьяев теперь обязаны уплатить вместо 15 – 10 тысяч рублей. С сегодняшнего дня подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма начал рассмотрение апелляций участников одиночных пикетов. Сегодня он рассмотрит еще 2 жалобы по этому делу. В прошлом году, 14 октября, в разных городах Крыма на одиночные пикеты против репрессий и произвола силовиков вышли более сотни крымских татар. Российских законов они не нарушали, такая форма протеста не запрещена. Однако оккупанты одиночные пикеты интерпретировали как один единый несанкционированный митинг. И всем участникам присудили штрафы на общую сумму почти 1 000 000 рублей. Если 82 одинаковых административных правонарушения по, во всяком случае, материалам их дел, естественно, мы по факту имеем 82 одинаковых судебных заседания. Абсолютно одинаковых. Вследствие чего мы подаем 82 апелляционные жалобы и в конечном итоге получаем, опять же, 82 абсолютно одинаковых судебных заседания с теми же самыми решениями. Единственное, что, конечно, судья изменил с 15 тысяч на 10 тысяч размер штрафа, что великолепно. Практически все ходатайства судья отклонял, и это все дело не обосновано, да, на самом деле. Рубил, как говорится, еще не дав начать слово сказать. Да? Оккупанты оказывают давление на Марлена Мустафаева и его семью 4-й месяц подряд. Их вызывают в Следственный комитет Симферополя. Об этом АТР сообщил адвокат Мамед Мамбетов. В прошлом году в доме Марлена Мустафаева российские силовики провели обыск и арестовали его на 11 суток. Причина будто бы публикации экстремистской символики в соцсетях еще до оккупации Крыма. Спецслужбы до сих пор не оставили Мустафаева в покое. Его вызывают на допрос в рамках доследственной проверки. Адвокат уверен, крымчанина преследуют из-за гражданской позиции, ведь он активно поддерживает семьи политзаключенных. В очередной раз приглашают одного из родственников, причем на ваше усмотрение, почему-то следователь говорит, что даже не называет, кто должен явиться, то есть на ваше усмотрение мне еще нужно опросить кого-то из ближайших родственников и знакомых. Ну, я считаю, что это воздействие, в первую очередь психологическое воздействие на человека, который имеет какую-то гражданскую активную позицию. Согласно уголовно-процессуального законодательства, следователь в течение месяца должна была принять решение. Россия убивает крымских татар. С таким лозунгом на улице Москвы снова вышли участники инициативы «Стратегия-30». Каждый месяц 30 числа они проводят акцию в поддержку крымских татар и украинских политзаключенных в оккупированном Крыму и России. В этот раз темой акции активисты выбрали проблему обмена заключенными между Россией и Украиной.
Крыма, по каким критериям менять пленников? Вот режиссеру Олегу Сенцову, не бравшему в руки оружие, в Крыму присудили по сфабрикованному делу за терроризм 20 лет. А Агееву, наемнику так называемой ЛНР, воевавшему с оружием, ему присудили по украинским законам 10 лет. Пути поддержки Крыма и крымских татар сегодня ищут в Европейском парламенте. В его стенах началась конференция, посвященная 4-й годовщине оккупации полуострова. На нее приглашены лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев и заместители председателя Меджлиса Ахтамчигос Ильми Умеров. Вместе с евродепутатами и правозащитниками они обсудят ситуацию в Крыму с правами человека, методы сопротивления крымских татар российской репрессивной машине и помощь международной общественности в деоккупации полуострова. Завершится конференция специальным показом документального фильма «Мустафа». Будем говорить о том, что надо объявлять бойкот, о том, что Крым обязательно нам нужно возвращать, о том, что агрессора надо наказывать, и государство-агрессор должно отвечать за все свои незаконные действия. Накануне МИД Украины выразила протест Европарламенту. Все из-за конференции в его стенах на прошлой неделе, где россияне представили Крым как свою территорию, а некоторые из евродепутатов заговорили о смягчении или даже снятии санкций с Кремля. К протесту присоединились и крымско-татарские общественные деятели. Для евродепутатов они записали видеообращение. Когда ваши страны оплачивают счета, выставленные России, эти деньги идут сюда. Когда ваши страны оплачивают счета, выставленные России, эти деньги идут на содержание силовых структур. А они репрессируют нас, крымских татар. Поэтому, когда вы голосуете за снятие санкций или смягчение санкций, вы прежде всего голосуете за репрессии против моего народа. Новые санкции против России будут где-то через 2-3 месяца. Об этом заявил министр финансов США Стив Мнучин. Новые ограничения будут касаться ряда российских богачей из списка кремлевского доклада. Об этом министр заявил в Сенате в ответ на требования демократов и республиканцев немедленно ввести санкции, как этого требует закон о противодействии противникам США. Госдеп тоже неохотно, но подтвердил, публикация отчета только начало внедрения санкций. На секретных слушаниях подчеркнули, новые санкции должны напомнить Кремлю о цене, которую он должен заплатить за свои действия, особенно в Украине. На 68-м году ушел из жизни Леонид Каденюк. Первому в истории украинскому космонавту стало плохо во время пробежки в районе Царского села в Киеве. Скорая не успела спасти ему жизнь. Леонид Каденюк был биологом в международной космической экспедиции на американском корабле «Колумбия». 3 недели украинский биолог непосредственно в космосе изучал влияние несовместимости на способности растений производить кислород. Благодаря ему космос впервые услышал гимн Украины. Украинский астронавт настоял, чтобы его мелодию включили в сигнал пробуждения экипажа на борту космического корабля. В Иране женщины протестуют против хиджабов впервые за 40 лет. В столице страны, Тегеране, сразу несколько иранок с непокрытыми головами взобрались на трансформаторные будки и размахивали своими платками, как флагами. Это первый массовый протест в Иране против обязательного ношения женщинами хиджаба со времен революции 1979-го. За появление с непокрытой головой в публичных местах иранкам грозит арест. В хиджабах вход воспрещен. Такие правила ввели для студенток подконтрольного оккупантам так называемой Таврической академии в Симферополе. Отныне на обучение нельзя приходить в одежде, имеющей религиозные или национальные признаки. Насколько законен новый дресс-код оккупационного вуза в Крыму, разбирались мои коллеги. Айше из аннексии переехала в Киев. В Крыму она преподавала крымско-татарский язык в одном из вузов. Теперь же преподает его в Киеве. Также в Таврическом национальном университете, который из-за оккупации переехал на материк. Здесь Айше спокойно ходит в хиджабе и шокирована известием, что в оккупированном Крыму, где коренной народ крымские татары, исповедующие ислам, могут быть такие дискриминирующие правила дресс-кода.
Для меня это трагедия, например, потому что это на территории Крыма, а для крымских татар, то есть нет воли в их вероисповедании и соблюдении их религии. Анна – одна из студенток Таврического университета в Киеве. С тех пор, как приняла ислам, носит хиджаб. Здесь, в Киеве, ее выбор все воспринимают спокойно. Девушка говорит, если бы ей поставили условие снять хиджаб ради учебы, она не уступила. Да, это было бы притеснение. Если рассматривать Крым, то я бы оттуда просто переехала. К такому выбору либо религия, либо обучение студентов принуждают в так называемой Таврической академии в аннексированном Крыму. В начале января руководство вуза издало приказ о требованиях к внешнему виду студентов. Внешний вид обучающихся должен быть сезонным, без выраженных признаков социального, национального, религиозного или иного различия. В общественной организации «Крымсоц» такие действия крымского вуза называют нарушением международного права. Ведь ни в украинском, ни даже в российском законодательстве нет никаких предписаний относительно внешнего вида студентов. Это принятый нормативный акт администрации вуза. То есть это даже не принятый какой-то там закон на уровне в целом Крыма. Да. Первый вопрос, насколько легитимно и может ли в компетенции вообще администрации вуза находится решение таких вопросов. Дискриминация мусульман Крыма, нововведение вуза, считает муфтий Духовного управления мусульман України Умма Саїд Ісмагілов. Спочатку пишеться колективне звернення до керівників навчальної установи, де пояснюється саме в чому порушаються їх права. Потім, якщо це не мало ніяких наслідків, звертатися вже в інші інстанції. Саид Исмагилов советует женщинам-мусульманкам, которых из-за хиджаба не допускают к обучению, подавать в суд на вуз и требовать отмены дискриминационного приказа. Виктория Аблязова, Ислам Пинка, Никита Проскурин, Заман, АТР. И о внимательном маленьком американском украинце, который хочет исправить американскую энциклопедию. 7-летнего Захара Лискового поразило и возмутило, что такое почетное издание допустило грубую ошибку. Там, по его словам, самый большой самолет в мире Ан-225 «Мрия» записан как российский. Маленький эрудит категорически не согласен и обратился к издателям и редакторам энциклопедии. 1000+ научных фактов с требованием исправить ошибку. Це неправда. Звісно, Ан-225 «Мрія» – найбільший у світі літак. Але він український, не російський. Книга вийшла багатотисячним тиражем. Цей помилковий факт прочитали сотні тисяч дітей та дорослих. Я сподіваюся, мої звернення побачать видавці книги і виправлять помилку. Битва за Сталина. Российские журналисты Максим Шевченко и Николай Сванидзе подрались в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда». Разговор касался роли Иосифа Виссарионовича в мировой истории, но до целой эпохи не дошло. Мордобой начался еще на подходе к 1940 году. Журналисты не сошлись в измерениях крови, пролитой вождем в расстрелянной верхушке Красной Армии. Сванидзе настаивал, был уничтожен весь генералитет. Шевченко же уверял, пара командиров все же выжили. После этого интеллигентный разговор перешел в неожиданное русло. Прошу прощения, давайте личное оскорбление. Был бы ближе, оставим. по морде бы ты у меня получил. Ну, пожалуйста, вот я тут, дай по морде мне. Встань и дай. Хочешь стекло такое? Давай. У нас трансляция в YouTube идет, уважаемые. Вы что творите? Так, господа, прекратите! Вы что делаете? Ну-ка прекратите это безобразие. Мужчины, разведите. Так, секунду, все. А вот в Австралии лапы распустила кенгуру. Животное в прыжке сбило велосипедистку и поскакало прочь. Курьезный случай сняли на видео. На нем видно, как кенгуру неожиданно выпрыгивает на дорогу и врезается в велосипедистку. Лишь чудом сбитая женщина обошлась без переломов. Но из-за разбитых коленей и выбитого плеча ей придется на время забыть о велосипеде. Это все новости к этому часу. Не пропустите следующий выпуск «Заман» на крымско-татарском языке с Мавилей Мухтаровой. Будьте с АТР.